В Коми с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента России в Северо-Западном округе Александр Беглов. Цель поездки, как сообщается, мониторинг исполнения поручений президента России, реализации майских указов, а также инициатив, затрагивающих стратегически важные сферы жизни населения. В программе пребывания объекты социальной сферы в Воркуте и Ухте, встреча со студентами УГТУ, а сразу по прилету в Заполярье Беглов вместе с главой республики посетил мемориал памяти шахтеров и горноспасателей. Он обустроен возле шахты «Северная», где 2 года назад погибли 36 человек. К слову, в последние дни недавно назначенный полпред весьма активно наведывается в регионы. 17 февраля Нарьян-Мар, 20 Мурманск, 21 Вологда. Практически в каждой точке визита 3 объединяющие темы: ускориться выполнение майских указов президента, держать на личном контроле губернатором проблемы отопительного сезона, а также увеличить расходы на медицину, в том числе за счет внутренних ресурсов. Но есть одна тема, в которой ни один регион Северо-Запада пока преуспеть не может – обеспечение квадратными метрами детей-сирот. Здесь нужно находить дополнительные решения, креативные решения в этом отношении. И не потому, что там кто-то не хочет их выполнять. Действительно не хватает определенных средств, потому что в свое время, вы знаете, до 23 лет, когда ребенок воспитывался в детском доме, а потом 23 года наступил, после 23 лет, если он получил жилье, то его снимали со всех очередей. Ну, ставили на общегородскую очередь, и он уже получал жилье не как тот, кто воспитывался в детском доме, а как по общей очереди. Тогда президент собрал совещание и дал команду, что это обязательство государства. И поэтому государство должно выполнять это обязательство. Не нужно хитрить, лукавить, даже если нет денег, все равно. И поэтому вышла соответствующая норма о том, что все дети, которые воспитываются в детских домах, они становятся на учет. И если они не получали жилье, то должны быть обеспечены этим. Поэтому и очередь резко увеличилась, естественно. Но я считаю, что это справедливо. Это правильно, потому что если государство берет на себя такие обязательства, оно должно их исполнять, как бы это трудно не было. Например, в Коми в своей очереди ждут около 1300 детей-сирот, а это четверть от их общей численности. В основном причина – недостаточное бюджетное финансирование. Однако надзорными органами выявлено немало случаев на местах, когда средства заложены, но их освоение недостаточное. В антилидерах по итогам прошлого года Ухта, Ижма и Усть-Цильма. Свободных жилых помещений здесь недостаточно, а новые не строятся.